Есть пещеры исторические, с очень интересной историей. И сейчас мы находимся в Харачое. Дует ветер сегодня, но погода замечательная. И мы вот таким вот расширенным составом хотим подняться в пещеру Зелимхана. Она находится на этой стороне, на юго-западной стороне с этой горы. С ней связана какая-то история? Да, история связана. Скрывался Зелимхан, там это царские войска в то время тогда преследовали его, он там спрятался. Вообще давно там людей не было в этой пещере? Давно уже, как, до высылки были, наверное, люди, но после этого, в моем возрасте, я не помню, что там люди были. Ага. Значит, и вообще телекамера телекомпании Грозный, вообще она впервые там будет? Да. С камерой впервые. туда никто не поднимался? Не поднимался никто. Висаид, вот люди, как деревья. Посмотри, как судьба и жизнь согнули это дерево. Да. Людей также жизнь ломает, гнет. Смотри, выстояла, стоит. Выстояла, согнулась. Выстояла, опять пошла. И опять пошла вверх. Вот что значит любить жизнь. Тяга к жизни. Тяга Если к жизни. у человека есть стремление, тяга к жизни, Да. познание нового, вперед, Да. и будет жизнь. Бог Удивительно. дает жизнь. Дает жизнь. Вот Бог дал жизнь дереву, Бог дает жизнь инвалидам. Они живут, участвуют в олимпиадах. Да. Это вот наглядное подтверждение. Да. Вот об этом чудо программа. природы. О тяге к жизни, о любви к жизни и о стремлении, и о силе, и о помощи Бога, который помогает тем, кто идет вперед. Вот и мы идем вперед. Да. Идем Мы туда, идем куда еще вперед. никто не поднимался с Да. камерой. Последние 30 лет. Последние С камерой. 30 лет. Вот это разновидность гриба, да? Да. Посмотрите, уважаемые товарищи телезрители, как морская звезда. Это вот гриб такой. Вообще интересная штука. Давайте посмотрим снизу. О, Вот так как цветок, а на самом деле гриб. да. Красиво. Неолитического человека. К сожалению, И на что? территории Чеченской Республики не найдено пещерных Пока не найдено. рисунков. Пока Пока не найдено. Но красоты здесь сколько хочешь. Красиво очень. Сейчас мы дошли более метра 20-30. Густая трава. И буквально метров 100 осталось нам до пещеры. Вот оно. Ну, наверное, минут через 30, наверное, дойдем. Уважаемые товарищи телезрители, говорят, что Зелимхан поднимался в эту пещеру прямо на коне. Мы поднимаемся пешком, ну просто невероятно, чтобы можно было подняться сюда на коне. Или это была особенная тропа, или это был особенный человек. Скорее всего, это был просто особенный человек. И вот она, уважаемые товарищи телезрители, знаменитая пещера Зелимхана, с которой связана интересная история. В 910-8 годах, когда его окружили и было сделано тройное кольцо, он, значит, окутал чурку большую, значит, в бурку и пустил его. Тем самым пробил кольцо и успел выскочить. Ну, он ушел. Вот так вот он ушел, Зелимхан. Да. Вот, Вот той отсюда вот он стороной. Туда. И вот это огромнейшая пещера, уважаемые товарищи телезрители. Пещера вся закопченная, вся черная. Здесь, конечно же, люди жили всегда. И вот здесь, уважаемые товарищи телезрители, очень много внутри в пещере еще маленьких таких гротов, где можно прятаться, когда стреляют снаружи. Здесь можно прятаться от пуль. Вот один грот, а основной свод пещеры вот он. Вот этот большой свод пещеры, и она еще туда глубже идет. К сожалению, пещера сырая. С потолка капает постоянно. И буквально вот недавно здесь были косули. Вот, до нас буквально услышали наш шум и выбежали отсюда.
И вот туда дальше, вот я вижу углубление, оно не очень большое, да? Но когда, допустим, стреляют отсюда, попасть невозможно. Но сырая пещера, сырая. А вот здесь по суше, да. И посмотри, такое чувство, что как будто вот ручная, рукой выдолбана. Вот это вот все как будто руками. И вот здесь, вот, уважаемые товарищи телезрители, мы нашли конский хвост прямо в пещере. Как лошадь сюда могла забраться? Ведь, Висаид, конский хвост? Конский хвост. Я последние 40 лет занимался коневодством. Это конский хвост. Вот каким образом он? Откуда здесь Откуда конский здесь хвост? может быть конский хвост? Загадка. Загадка. Большая загадка. И вот, уважаемые товарищи телезрители, программа «Родники жизни» впервые показывает вам легендарную пещеру Зелимхана, из которой он бежал от царских войск, изнутри. С инспектором Аргунского музея-заповедника по Веденскому району мы добрались сюда. С нами, значит, участником был государственный инспектор Аргунского историко-архитектурного и природного музея-заповедника Сиритханов Асламбек, житель Харачоя. Потом Исамбулатов Юсуп, депутат Веденского, человек с высшим образованием, краевед, историк. Вот. Ну и я. Просто люди с улицы никогда в жизни не поднимутся в эту пещеру. Да. Такой тяжелый подъем и ради чего? Да, если бы мы могли бы заснять весь наш путь, который мы сейчас прошли, да, никто бы не поверил. Где ползком, где и цеплялись за крапиву, за камни. Вот таким образом мы поднялись к этой пещере. Вот на такой вот высоте она находится, вы можете видеть. Удивительный большой свод, большая пещера. И все ради того, чтобы показать вам, уважаемые товарищи телезрители, исторические места. Без истории нет нации. Нация, она обогащается своей историей. Историю нужно знать. Вот это вот историческое место.